Добрый день. Сегодня в нашей студии, в студии «Точки зрения». Это место, где каждый может высказать свою позицию по тому или иному вопросу. У нас интересный гость. Мы продолжаем обсуждать мероприятие Года патриотизма. И, кроме этого, проект, который будет стартовать в этом году, и называется он «Мы. Будущее России». Мы пригласили сегодня человека, который знает, как будет реализовываться этот проект на отдельно взятой территории, за которой он закреплен как самый главный человек. Это глава муниципального района Усть-Майский Улус-район Антипин Александр Анатольевич. Александр Анатольевич, очень рада вас видеть сегодня в студии. И первый вопрос, конечно, связан с тем, какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизма. Что это лично для вас? Добрый день. Лично для меня, я считаю, что патриотизм – это вообще слово многогранное. Конечно. И не только слово, но и те чувства, ощущения, которые испытываем мы и которые приобретаем и формируем в себе в течение всей жизни. То есть на первоначальном этапе жизненном каждый ребенок приобретает определенные навыки и чувства патриотические от своих родителей, затем их совершенствует уже самостоятельно. И для меня чувство патриотизма – это в первую очередь чувство ответственности за все, что происходит вокруг меня, на то, на что я могу повлиять и должен повлиять, чтобы действительно наша малая Родина, начать с этого, наша республика и вся наша страна, Российская Федерация, развивалась, не шла другим путем. Вот это, наверное, основное чувство и понятие для меня – это ответственность за то, что происходит вокруг меня, и ответственность за тех людей, которые находятся рядом со мной. Понятно, спасибо большое. Очень разделяю вашу точку зрения. Ну и кроме этого, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что патриотизм является национальной объединяющей идеей для укрепления страны. Поэтому, в свою очередь, руководитель нашей республики, глава нашей республики, вот издал такой замечательный указ совершенно, откуда ни одного слова просто нельзя пропустить. Каждое слово имеет определенную смысловую нагрузку, очень важную. 20 ноября 2019 года подписан этот указ о проекте «Мы. Будущее России». В любом случае Александр Сергеевич дает определенные распоряжения и указания всем органам исполнительной власти, но и территориям определенным тоже. Поэтому выдержка, цитата из этого указа: органам местного самоуправления, муниципальным образованием Республики Саха-Якутия принять участие в разработке и реализации проекта «Мы. Будущее России». Давайте об этом поговорим, что сделано в Усть-Майском районе, Улусе, как будем реализовывать и какие предложения будем вносить по формированию этого проекта. Совершенно верно. И я считаю, что глава нашей республики очень правильно и своевременно выпустила это распоряжение в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что вообще это должна стать определенной отправной точкой развития нашей республики, нашей страны в плане воспитания нашей молодежи, именно патриотического воспитания. Сегодня в нашем районе сформирован план мероприятий, который мы будем реализовывать на территории нашего района, но план мероприятий будет не краткосрочный, а именно долгосрочный. То есть на несколько лет, да? Да, хочу, привести пример. Сегодня на территории поселка Солнечный создана общественная организация «Юнармия», которой руководит Ольга Григорьевна Михалюк. В этой организации не так много детей, всего 20 человек, но тот подход руководителя и чувства детей, которые входят в эту организацию, они во многом отличаются от того отношения, которое сегодня есть к патриотическому воспитанию, скажем так, у ряда наших жителей и в первую очередь молодежи.
в чем это проявляется? В первую очередь дети туда приходят не под палкой, они приходят самостоятельно. Для них чувство долг, совесть, ответственность – это не какие-то праздные слова, а действительно они душу вкладывают в ту свою деятельность общественную, которой сегодня занимаются. Это и волонтерское движение, и значит, помощь пожилым людям, ветеранам. Как пример, вот буквально на прошлой неделе у нас была непростая ситуация в поселке Солнечном, и это связано с теплохозяйством нашим. Дети помогали ветеранам, приносили воду, убирали мусор и так далее. Благодаря вот такой слаженной работе и чувству ответственности наши дети участвовали летом, значит, в проекте «Добро не уходит на каникулы» и заняли первое место в республике и, соответственно, получили приглашение на форум в Сочи. Как здорово, Да, поздравляю, в Сочи, название да. такое классное. Спасибо, да. В Сочи перед ними выступал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и, соответственно, дети уже к тому заряду внутреннему, который в них вложил руководитель Ольга Григорьевна, значит, получили еще определенный заряд бодрости духа и вот чувства ответственности за свою родину. Это, такие вещи же случаются в нашей жизни не с каждым, и не каждому везет. Но в данном случае вот дети, проявляя свое чувство ответственности, как раз получили тот импульс и заряд, направленный на патриотическое воспитание. Хочу сказать, что в это общественное объединение дети не принимаются сразу. У них фактически год идет испытательный срок. То есть с Какие вы сентября, хитрые, а? да, Дефицит с сентября, создали, да? да, с сентября по март, вернее, с сентября месяца по 23 февраля испытательный срок, затем они принимаются в это движение «Юная армия». Поэтому движение пока не очень большое, но тем не менее уже А в других проявившее улусах, себя. районах есть что-нибудь подобное? Наверняка Юная армия у нас работает на территории всей республики. И вот в плане развития положительного опыта детей и руководителей из поселка Солнечный мы, соответственно, планируем размножать этот опыт и делегировать его, Распространять его, да? да, во все наши населенные пункты. То есть это основная из тех задач, которые вот мы ставим перед собой в плане патриотического воспитания. Да, вы знаете, вот поколение Z, молодые люди теперешнего времени, они немного иначе воспринимают все, в отличие от нас, да, и для них очень важны вот эти проектная деятельность как таковая. Поэтому мы, по большому счету, можно сказать, уходим от разовых мероприятий, как это было у нас, помните, смотр, строй, песни, все, прошли по периметру спортивного зала и забыли об этом, да. Вот сейчас гораздо важнее все-таки такие долгосрочные, долгоиграющие проекты, которые, по сути дела, становятся, твоей второй жизнью, то есть ты начинаешь думать так, как думал в проекте. Вот это очень важно, то есть эти проекты, игровые формы, тренинговые какие-то занятия, они формируют мышление молодого человека и позволяют ему действительно вот стать патриотом своей малой родины как минимум. Большое спасибо, очень здорово. А что касается празднования Дня Победы, как это происходит в Восьмайском районе? Что запланировали? В Восьмайском Бессмертный районе полк ходит, это есть, да? происходит по-разному, но бессмертный полк у нас принимает в праздновании Дня Победы последние годы ежегодно. Значит, это у нас специально выделенная колонна, которая идет впереди всей колонны, Возглавляет, да, поселковой, возглавляет. Это даже не то, что там мы там впереди где-то может идти там районная администрация или что-то, кто-то. Нет, у нас идет бессмертный полк, ветераны и затем все остальные. А то, что касается молодежи, я считаю, что молодежь у нас хорошая. Другой вопрос, что в плане патриотического воспитания мы где-то сами упускаем.
моменты их воспитания, да, то есть вот если на уровне детского воспитания мы занимаемся и в этом смысле работает семья, то дальше, когда дети переходят в подростковый возраст, отрочество, да, здесь мы, наверное, их немножко упускаем сами. И винить в данном случае нужно нам только самим себя, взрослым. Нам в этом смысле, я считаю, необходимо больше обращать внимание и общаться с этими возрастными категориями детей, в том числе это и различные мероприятия, в первую очередь, наверное, спортивные мероприятия, через которые мы воспитываем силу духа. Ведь патриотизм – это тоже внутреннее состояние души, это дух определенный, да, который заставляет нас двигаться вперед и говорить, что вот да, я патриот, и я, если сегодня у меня что-то не получилось, завтра я сделаю, чтобы это было. И учусь хорошо не для того, чтобы получить хорошее образование и уехать где-то найти хорошую работу за границей, а именно для того, чтобы развить свою территорию, в первую очередь малую родину. Вот в этих моментах, на мой взгляд, заключается многогранное чувство патриотизма. Александр Анатольевич, а выпускники возвращаются, которые завершили обучение в вузах, СУЗах? Есть такие? К сожалению, это единицы, но есть. Мы ставим перед собой задачу, чтобы как можно больше наших выпускников возвращалось на территорию. Для этого ставим задачу перед нашим управлением образования и директорами школ, в первую очередь, это поднятие качества образования. Мы прекрасно понимаем, чтобы наши дети были конкурентоспособными на всем пространстве нашей Российской Федерации, они должны иметь хорошее качественное образование. И на основе этого качественного образования мы, соответственно, понимаем, что мы получаем для себя хороших грамотных специалистов, которые будут поднимать и продвигать наш район, наш поселок, республику, страну в целом. Спасибо большое. Это была точка зрения главы муниципального района Усть-Майский район Улус Антипина Александра Анатольевича. Александр Анатольевич, большое спасибо за то, что пришли, нашли возможность прийти в нашу студию, и надеюсь, что еще не раз встретимся здесь по различным совершенно вопросам, и у вас будет возможность высказать свою точку зрения. Спасибо. Спасибо.